Достар. В казахском языке есть очень важная тема, про которую мало кто задумывается. Но это не исключает ее значимость, и к тому же ее практически невозможно избежать. Знаете, что это? Это ситуация, когда нам нужно представиться и рассказать о себе. Возможно, при знакомстве, на уроках казахского языка или на каком-то мероприятии. Это бывает очень волнительно, особенно если вам нужно это делать на языке, которому вы еще учитесь. Ощущения сопоставимы с этим. Я прошла афганскую войну. Поэтому сегодня мы хотим подготовить вас к таким ситуациям, чтобы у вас были готовы шаблоны с фразами на казахском языке о себе и своей жизни. Вам всего-навсего останется подобрать приглянувшийся вариант, подставить свою личную информацию, заучить и пользоваться на здоровье. А если вы только-только принялись за изучение казахского языка, то это видео для вас как нельзя кстати. Ну что же, с таким вот введением переходим к делу. Точно, забыла! За такую полезную информацию вы, пожалуйста, оформляйте подписку на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых полезных выпусков. Теперь уж точно поехали! Перед тем, как говорить о себе любимом, стоит сперва поздороваться. Это я говорю на случай, если вы забыли, а иначе вам скажут... Фу, как некультурно. Салем, то есть привет. Это универсальное приветствие в неформальной обстановке. Также можно сказать салеметсинбе, здравствуй, и салеметсиндерме, если приветствуете более чем одного человека. Здесь можно выделить окончание дер, который говорит нам о признаке множественного числа. Еще раз, салем, салеметсинбе и салеметсиндерме. Если человек вам не знаком, старше вас по возрасту, по должности, или же вы просто хотите уважительно обратиться, то стоит сказать «сәлеметсізбе». А приветствуя более чем одного человека из той же группы людей, то «сәлеметсіздерме». Здесь также добавляется окончание множественного числа «дер». Можно подметить, что элементом вежливости является суффикс «сыс», соответствующий русскому «вы». И снова «сәлеметсізбе» и «сәлеметсіздерме». Также стоит упомянуть приветствие как «хайырлы тан» – «доброе утро». «Хайырлы күн» – «добрый день», «хайырлы кеш» – «добрый вечер» и «хайырлы түн» – «доброй ночи». Интересно в казахских приветствиях и то, что многие из них являются одновременно и вопросом об общем состоянии человека – здоровье, настроении, семье и работе. Например, «амансызба», «аманисенбе», «есенсіздерме» – буквально «вы здоровы» или «ты здоров». Они имеют в своей основе такие слова, как «аман», что означает «здоровый», и «есен» – «благополучный». Ответом на такое приветствие можно послужить «жахсы рахмет» – «хорошо, спасибо». Это база. Закончив с приветствиями, теперь уж можно себя и представить. Итак, для начала давайте выучим фразу, которая будет вам служить палочкой-выручалочкой. Чтобы выиграть время в разговоре, «өзім туралы бірнеше сөз айтайын», что буквально означает «скажу несколько слов о себе». Пока вы будете на автомате выдавать эту фразу, у вас появится шанс подумать, чтобы такого интересно рассказать дальше. «Менің атым», «меня зовут». И если у вас есть прозвище, то можете затем добавить «бірақ достар әдетте деп атайды», то есть «но друзья обычно называют». Или же «бірақ сен мені жай ғана атай аласың», что переводится как «но ты можешь называть меня просто». Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно. Переходим к теме возраста и тому, как сказать, что нам столько-то лет. У нас тут все просто. Мен он сегіздемін или жасым он сегізде. Мне 18 лет. Сколько бы нам ни было, нам всегда в душе 18. Так что другие цифры можно даже не учить. Конечно, можно быть еще более подробным и указать дату рождения. Мен 1991 жылы тудым. То есть я родился или родилась в 1991 году. Или же, например, «екі аптадан кейін 30-ға толамын», что означает «мне исполнится 30 лет через 2 недели». Это, кстати, неплохой способ, как выбрать подарок на день рождения или хотя бы поздравление. О чем будем дальше говорить? Работа. Да,
Наша профессия тоже нас характеризует, поэтому без этого пункта мы просто никуда. Сказал мем-блогерман, и все понятно. Ну или можно сказать, мен аспаз болып жұмыс істеймін. Я работаю поваром. Моя главная профессия – повар. А твоя? Мен жұмыссызбын. Я безработный. Такое тоже бывает. И, следовательно, қазір жұмыс іздеп жүрмін. На данный момент ищу работу. Ну что же, с рабочим статусом разобрались. Теперь логически мы уже можем рассказать, откуда мы и где живем. Это на самом деле очень популярная тема при разговоре. Из нее обычно вытекает много других тем для бесед. Мен Астанада тұрамын, проще говоря, Астанаданмын. Или мен Алматы қаласында тұрамын. Или как вам такой шаблон? Мен Қарағандыданмын және өмір бойы осында тұрып жатырмын. Я с Караганды и живу здесь всю свою жизнь. Но если вам попался собеседник, который явно не дружит с географией, и вы видите по его глазам, что он совсем не понимает, о каком месте вы говорите, то здесь стоит подкинуть несколько подсказок в качестве спасательного круга. Ол елдің солтүстігінде орналасқан. Он расположен на севере страны. Менің туған қалам еліміздің мәдениет пен өнерінің ордасы. Мой родной город является центром культуры и искусства страны. Вот сейчас давайте все вместе подумаем, чем славится родной город каждого из нас, и подставим это вместо мәдениет пен өнер в предыдущем предложении. Это может быть все, что угодно, вплоть до большого количества кошек по городу. В общем, подумайте и напишите в комментариях. Например, туған қалам онша үлкен емес. Онда небәрі 10 мың адам тұрады. Мой родной город не очень большой. Всего 10 тысяч человек живут там. Менің қалам жағажайлармен әйгілі. Мой город знаменит своими пляжами. Выбирайте любой из шаблонов, подставляйте свою информацию и вуаля! Вы уже можете рассказать про свой родной город. Пару слов можно посвятить своей семье, если это уместно, но без фанатизма, конечно. Мы ведь все же о себе рассказываем. Здесь нам пригодятся вот такие шаблоны. Мен кішкентай немесе үлкен отбасынанмын. Я из маленькой или большой семьи. Отбасында төртеуміз, в семье нас 4. Или мен үйдің үлкен ұлымын және бірінші немересімін. Я старший сын и первый внук в семье. Перечислить членов своей семьи можно так. Менің анам, әкем, әпкем және ағам бар. У меня есть мама, папа, сестра и брат. Ну и для особо хорошего впечатления можно туда подсыпать милоты. Біз бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Мы хорошо ладим друг с другом. Да, это жестко. Предлагаю вам рассказать пару слов о своем образовании, ведь это тоже очень важно. Если вы еще в процессе обучения, то вам пригодятся следующие фразы. Мен Евразия ұлттық университетінің студентімін. Я студент Евразийского национального университета. Бірінші, екінші, үшінші курста оқимын. Учусь на 1, 2, 3 курсе. Мен университетті 2005 жылы бітірдім. Окончил университет в 2005 году. Оны үздік бітірдім. Закончил его с отличием. Да я ж пошутил. Мамандығым қазақ тілі мен әдебиет. Специальность казахский язык и литература. Мен университетте көптеген пәндерді оқыдым. В университете я изучал много предметов и начинаем перечислять их. Только здесь не увлекайтесь слишком сильно. Если ваш собеседник заснул, то это, если что, плохой знак. Теперь давайте о приятном, о любимых занятиях. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Для такого красивого, плавного перехода предлагаю вам воспользоваться фразой «Енді сүйікті ісім туралы айтқым келеді». Теперь я бы хотела рассказать о своем любимом занятии. И начинаем. Бос уақытында мен ұнатамын. Свое свободное время мне нравится. Или просто жақсы көремін, нравится. Мені қызықтырады, я интересуюсь. И после всех этих заготовок вставляете либо существительное кітаптарды ұнатамын, нравятся книги. Мені итальяндық фильмдер қызықтырады. Меня интересуют итальянские фильмы.
Либо глагол «оқығанды ұнатамын», нравится читать. Мен фильмдерді көргенді жақсы көремін. Нравится смотреть фильмы. Пианино ойнағанды ұнатамын. Мне нравится играть на пианино. Закончить весь этот наш красивый рассказ о самом себе можно описанием своего характера. И вот здесь нам, конечно же, понадобится большое количество прилагательных на казахском языке. Я укажу. Но не пугайтесь, на первых этапах достаточно выбрать себе несколько черт, которые вы хотите упомянуть, найти их перевод, запомнить и использовать в своей речи. Например, «Мені жақсы білетіндер, мен адамын дейді». Люди, которые хорошо меня знают, говорят, что я человек. «Мен ашық адамын, және менің достарым көп». Я открытый человек, и у меня много друзей, тоже вариант. Үздік қасиеттерім бұл, мои лучшие качества это. И здесь можно просто перечислить их. Но мы не можем всегда представлять себя с хорошей стороны. Иногда полезно сказать «бірақ кейде жалқау болуы мүмкін», но иногда я могу быть ленивым. Да ладно. Вот эту фразу можно даже не менять. Заучиваем целиком и используем прямо так. Иногда в этом полезно признаваться. Это были основные пункты, которые помогут вам презентовать себя на казахском языке. Конечно, последовательность пунктов сохранять не обязательно. Да и в принципе называть их все каждый раз тоже не надо. Думаю, что не нужно делиться тем, как прощаться, ведь то, что вы расскажете о себе, 100% вызовет интерес и дальнейшие вопросы у собеседника. Ну что, теперь, когда у нас есть все эти фразы, давайте с помощью них познакомимся все в комментариях. Нам будет очень интересно узнать что-то о вас, поэтому не стесняйтесь и пишите. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить Самрук Казна Траст, Фонд развития социальных проектов, за неоценимую поддержку в улучшении Сөйле. Ведь благодаря таким организациям появляется возможность для тех, кто хочет учить казахский язык. А на этом у нас все. Будем очень рады вашей поддержке в виде лайков и подписок. С вами были Азель и проект Сөйле. Говорить на казахском легко. Кездескенше, достар!